Жертвой интернет-мошенников может стать буквально каждый. За последние 4 месяца на удочку кибераферистов попалось более 5,5 сотен якутян. И это только зарегистрированные случаи. О том, как обезопасить себя, разбиралась Сыргалана Неустроева. Эти люди представляются сотрудниками банков. Схема простая, но действенная. Сотрудник службы безопасности банка сообщает, что с вашей карты якобы незаконно списываются деньги, а далее выманивает личные данные. Главное – не дать жертве опомниться. Как от этого уберечься? Если вам звонят и представляются сотрудником какого-либо банка, необходимо положить телефон и перезвонить на горячую линию. И убедитесь, действительно ли вам звонили с банка службы безопасности и в порядке ли ваши денежные средства. Не надо вести и продолжать беседу с мошенником. Поверить таким людям может каждый. Как утверждают специалисты, подавляющее большинство пострадавших от аферистов знали о подобных видах мошенничества. Но никогда не думали, что именно они поведутся на развод. Действуют аферисты профессионально, имитируют работу банка, переключают на других сотрудников и обладают информацией о своей жертве. Могут легко войти в доверие к любому человеку, потому что они обладают техниками, методиками НЛП, психологии и так далее. Другой вид аферы – мошенничество в сети. Сейчас, во время всеобщей самоизоляции, эта проблема стала особенно актуальной, ведь основные покупки совершаются в сети. Также одним из распространенных мошенничеств в настоящее время является подмена объявлений. То есть делается дубликат объявлений, размещенный на другом интернет-портале. Чаще всего такие объявления, которые являются дубликатами, продают аналогичную технику по довольно заниженной цене. Борьба с таким видом преступников проходит не только в информационном пространстве, но и на улицах города. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Попадитесь до мошенников, берегите себя. Понятно. Читайте вопрос. Все понятно. Спасибо вам. Сегодня мы проводим профилактические мероприятия участникам дорожного движения и жителям города Якутска раздаем памятные листовки, чтобы были бдительными. Также работаем по громкоговорящему устройству. Чтобы не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников, следует придерживаться простых и очень важных правил. Отметим, что мошенники в основном звонят с номера телефона, который начинается на 8495. Ваша безопасность прежде всего в ваших руках. Это афера на доверии, под сомнение надо ставить любое действие так называемых сотрудников банка. Расскажите своим близким, ведь на удочку мошенников может попасться любой другой. Сыргалана Неустроева, Якутск.